И мы возвращаемся к теме бюджета, принятия бюджета города Нерюнгри. На прямой связи со студией вновь находится мой коллега Сергей Козюра. Сергей, я тебя приветствую. Надеемся, что сейчас нам удастся тебя услышать. Передаю тебе слово. Да, Анастасия, добрый день. Просим прощения за такие неполадки. В общем, под конец года все мы подводим некие итоги, строим планы на будущее. Вот и какие эти планы, и как нерюнгринцы увидят какие-то изменения в лучшую сторону, все зависит напрямую от бюджета. Так вот, какие изменения в этом бюджете, куда пойдут эти самые бюджетные деньги, мы сегодня поговорим с заместителем главы города Нерюнгри по экономике и финансам Ирина Михайлова. Ирина Васильевна, добрый день. Скажите, пожалуйста, были какие-то изменения и дополнения в этот бюджетный кодекс? Добрый день, Сергей. Вчера Сессия прошла. Прошла 17-я сессия Нерюнгринского городского совета депутатов. Окончилась большая работа, проведенная Нерюнгринской городской администрацией совместно со структурными подразделениями, подведомственными учреждениями по составлению проекта бюджета. Внесены небольшие изменения, поправки в доходную часть, увеличились планы по акцизам на нефтепродукты на 88,7 тысяч рублей, и доходная часть бюджета стала составлять 400 миллионов 714 тысяч рублей. Так как акцизы являются одним из источников пополнения дорожного фонда, соответственно, прошло увеличение расходной части бюджета, а именно дорожного фонда муниципального, на 88,7 тысяч рублей. И дорожный фонд муниципального образования на 2020 год составляет 87 миллионов 836 тысяч рублей. По сравнению с проектом бюджета 2019 года дорожный фонд увеличился на 10%, тем самым сохраняя приоритетность этих расходов. Ирина Васильевна, значит ли это, что все-таки в следующем году нерюнгринцы увидят окончание капитального ремонта по улице Карла Маркса, то есть дороги будут делаться, да, улицы? Совершенно верно. В этом году был заключен двухлетний контракт по капитальному ремонту Карла Маркса. Была получена субсидия из Дорожного фонда республики в размере 70 миллионов рублей. Также в рамках софинансирования приняло участие, поступила субсидия из Нерюнгринской районной администрации 20 миллионов рублей и 10% из местного бюджета. Работы будут завершены в 2020 году и заработает в полном объеме эта улица. Также в проекте, в бюджете на 2020 год предусмотрено софинансирование на капитальный ремонт улицы Ленина. Подана заявка в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. В конце года должен пройти конкурс, и мы надеемся, что мы победим в этом конкурсе и получим субсидию из Дорожного фонда республики. Также будет продолжена работа по текущему ремонту, по содержанию летнему, зимнему, очистка водопропускных лотков, летняя очистка улиц и улиц города, скверов и площадей от мусора, ремонт автобусных павильонов. В 2020 год мы входим в юбилейный год, 45 лет городу, поэтому городская администрация предпримет мероприятия, да, направленные на эстетическую красоту нашего города. Да. Спасибо большое, Ирина Васильевна. Все мы ждем этого юбилея нашего города 45 в следующем году. Ну что, вот с такими цифрами, с такими показателями мы идем к Новому году. Так что в Новом году не только едем по новой улице Карла Маркса, но еще будем встречать, конечно же, юбилей нашего города. А у меня к этому часу все. Анастасия. Сергей, большое спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Сергей Козюра.